Сайн байнау. Ринат Хабибуллин-та Нартайхан байна. Нафтруллах татар дамджулан хугатса. Это что еще такое? Это такое, я так решил оригинальненько начать на монгольском языке. Правда, перевел через Google переводчик. Неплохо получилось? Ничего не понятно. Давай лучше по-русски. По-русски. Тогда давай сначала. Всем ассаламу алейкум и сенмисис и мира. С вами Ринат Хабибуллин и татары сквозь время. Дойдя до периода Золотой Орды, мы вкратце ознакомились с началом ее истории и получили представление о том, до каких земель простирались границы улуса Джучи. Мы также узнали о том, какие города были в этот период наиболее известны и представляли особую важность для золотоордынских ханов. Сегодня же мы поговорим о языках и культуре Золотой Орды. Города Поволжья были крупными культурными центрами, где развивалась литература, искусство, формировался общий разговорный литературный языки. В государствах чингизидов официальным языком был монгольский, который на письме передавался буквально уйгурскими буквами алфавита. Гильем де Рубрук рассказывал о том, что великий монгольский каган Мунке послал французскому королю грамоту на языке маолов, то есть монголов, но письменами уйгуров, то есть югуров. Несомненно, что и в улусе Джучи правящая элита государства довольно долго сохраняла монгольский язык. Так автор XIV века персидский историк Вассаф Аль-Хазрат писал, что хан Узбек разговаривал со своими приближенными Кутлук-Тимуром и Исой Гурганом по-монгольски. Монгольский язык был также официальным языком делопроизводства и дипломатических переговорах с другими государствами. В канцелярии египетских султанов, например, были специальные чиновники, переводившие документы с арабского на монгольский язык. В частности, историк Аль-Умари, говоря о переписке с золотоордынским ханом Дженибеком, отмечал, что письма иногда пишутся по-арабски, но большей частью пишутся к нему по-монгольски. В качестве официального языка монгольский использовался и внутри страны. Свидетельством тому могут служить верительные проезжие и иммунитетные грамоты на золотых и серебряных пластинах. Информация на таких грамотах всегда писалась по-монгольски буквами уйгурского алфавита. Использовался монгольский язык и в быту. Например, в богатом склепе близ Укека была обнаружена лирическая поэма на монгольском языке уйгурскими письменами на бересте. Однако несомненно, что монгольский язык, даже будучи официальным, не был широко распространен и оставался уделом узкого круга аристократии. Основным языком общения в городах и степных районах улуса Джучи были различные диалекты кыпчакского языка. Именно на основе этого языка, тюркского языка агусского типа, в городах Золотой Орды начал формироваться общегородской тип функционального языка, или, как говорят, общегородского кайне. О характере этого языка и его распространенности среди различных слоев городского населения могут свидетельствовать археологические находки. На одной из них, в месте, где некогда находился город Сарай-аль-Джадид, тушью нарисованы две рожицы и написано по-кыпчакски: «Карикатура, клянусь Аллахом, руку приложил Али, сын Мухаммада». Также сохранились стихи, нацарапанные на большом кувшине, обнаруженном в городе Сарайчике. Там было написано: «Лишив меня чести и славы, ты отнял у меня чашу золотую, наполнив чистым вином чашу, обратил ее в золото». Именно на основе этого общегородского кайне и норм литература булгарского и караханитских языков сформировался литературный золотоордынский язык, поволжский тюрки. На нем созданы такие произведения старотатарской литературы, как Гулюстан бит-Турки Сейфа Сараи, Мухаббат Наме аль-Харизми, Хасров и Ширин Кутба, Нахдж аль-Фарадис, Махмуда аль-Сараи, Аль-Булгари, История пророков, Баргузи и многие другие, не дошедшие до нас произведения. Так, поволжский тюрки функционировал среди татар Восточной Европы в качестве литературного языка вплоть до середины XIX века. Одновременно в среде интеллигенции и знати были распространены персидский и арабский языки, языки поэзии и богослужения. Особенно широким было проникновение их после принятия ислама при Узбек-хане. В то время арабская графика начинала функционировать как ведущая форма письма, а арабский и персидский языки становились
полноправными языками золотоордынской культуры. В XIII и XIV веках в Сарае жили и великие писатели и ученые, творившие на арабском и персидском языках, например, шейх Саад ат-Тафтазани, написавший ряд книг по риторике и праву, знаменитый имам Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди, Фахих ибн Базази, и все они были высоко оценены современниками. Золотоордынская цивилизация – это яркая страница истории мировой культуры. В Золотой Орде был создан пышный стиль, который складывался в результате творческой активности практически всех народов, входивших в состав улуса Джучи. Кроме общего фона домонгольских культур, имеющих развитый образный язык, основанный на мусульманских или евразийских кочевых традициях, в культуре улуса Джучи нельзя не видеть центральноазиатские и дальневосточные элементы материальной и художественной культуры. Наиболее ярко чингизидские традиции проявлялись в культурном круге социально престижных изделий, являвшихся принадлежностью и отличительной чертой военнослуживой знати. Это видно в крое костюма, поясной гарнитуре, предметах оружия, конского снаряжения и других аксессуаров. Все это пышно декорировалось благородными металлами, драгоценными камнями и самоцветами, чеканной гравировкой, полихромной росписью и резьбой с растительными, геометрическими, зооморфными, антропоморфными и арабесковыми изображениями и орнаментами. Многие изделия, вышедшие из-под рук золотоордынских творцов, являются подлинными шедеврами искусства и на сегодняшний день по достоинству занимают место в экспозиции и фондах ведущих музеев мира, как в России, так и за рубежом. Разумеется, полностью единой эта культура не была, поскольку изначально являлась строго социально ориентированной. Однако в начале XIV века, по мере роста городов в улусе Джучи в Поволжье, пышно распространялась новая урбанистическая восточно-средневековая культура. Это проявлялось в культуре поливных чаш и мозаичных панно на мечетях, изысканности орнамента, каллиграфии, персидских стихов и мусульманской духовной учености. Распространилась эта культура в среде арабских звездочетов, толкователей Корана, математиков и астрономов. Расцвет золотоордынской культуры был таким ярким и насыщенным, что эта цивилизация, в свою очередь, повлияла на материальную и духовную жизнь всех окружающих государств. Благодаря этому высокохудожественные произведения мастеров Золотой Орды получили широкую известность далеко за ее границами. Например, встречались в дворцовом обиходе русских правителей, церковных иерархов. Более того, по мнению искусствоведов, они оказали заметное влияние, особенно в области художественной обработки металла и ювелирного дела, на творчество средневековых мастеров в соседних и дальних странах, в частности русских и западноевропейских. Рост большого количества городов Золотой Орды в XIII-XIV веках, сейчас известно около 100 таких городов, явление уникальное в истории Средневековья. Практически на пустом месте возникали не просто отдельные города, а целые земледельческие области, ставшие центром особой цивилизации, сочетающих степную кочевническую и оседлую мусульманскую культуры. По образному выражению историка Федора Давыдова, золотоордынские города периода рассвета представляли смесь среднеазиатских мечетей и минаретов, эрзацев и поливной посуды с деревянными срубами и кочевническими юртами. Несомненно, что кроме чисто экономических причин важнейшую роль в появлении и стремительном росте Сарая и других городов сыграла ханская власть. Возникнув как административно-политические центры, вокруг которых селились аристократия, города довольно быстро стали ядром хозяйственной жизни и были связаны с централизацией, переработкой и перераспределением стекающихся со всех концов Орды продуктов и богатств. Обслуживание знати стало мощным импульсом, которому обязаны города бурным подъемом экономической и культурной жизни в конце XIII и в первой половине XIV веков, то есть в период наивысшего могущества правивших здесь ханов. Такая тесная связь с центральной властью стала, однако, гибельной для городской жизни в условиях кризиса и разложения империи. Теряя постоянные источники сырья и богатств, города начинали быстро истощаться и приходить в упадок. Этому в немалой степени способствовала большая концентрация жизни основной части степного населения
кочевавшими со своими стадами, засушливые степи и в принципе не зависящие от сарайских ханов. Поэтому вместе с ослаблением централизации власть перемещается из городов в кочевые орды, которые становятся средоточием политической и военной мощи. Но до тех пор, пока симбиоз оседлых и кочевых областей сохранялся, пока ханам удавалось сдерживать сепаратизм знати и удерживать в подчинении непокорные народы, улус Джучи был непобедим. Культура кочевников, благодаря их высокой мобильности, всегда обогащалась сильнее в результате более частых пересечений и контактов с многочисленными соседями. Монголо-татарские завоевания и возникновение улуса Джучи привели в действие еще более широко охватывающие культурно-исторические процессы. Как империя Золотая Орда соединила в единую политическую плоскость земли, населенные носителями самых разнородных культур, что обусловило не только взаимообмен социально-политическим опытом и усиление торгово-хозяйственных связей, но и интенсивное межкультурное взаимодействие. Золотая Орда впитала в себя культурные традиции многочисленных народов и племен Евразии, синтезировав новую культуру, ставшую ярчайшим самобытным феноменом. Тема Золотой Орды очень важна при разборе этногенеза татар, поэтому наш следующий выпуск будет также посвящен Золотой Орде, а также той ситуации в плане религии, которая существовала в улусе Джучи в тот период. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте мощный адиль этому видео, адиль по-монгольски лайк. И не пропустите новые выпуски. С вами был Ринат Хабибуллин и татары сквозь время. Та нарын хуфт бурхан баяртай ба амар амгалан. Пока.